Tere! Мы, конечно, знаем, что в любом языке есть слова, которые связывают между собой слова в предложении. Или иногда они связывают между собой части предложения. В эстонском языке такие слова тоже есть, естественно. Они так и называются связующие слова. Sidesõnad. Вот об этих sidesõnad мы сегодня с вами и поговорим. Какие они бывают? Ну, всем известные нам и. Я, mina ja tema. Или mina ning tema. Ning тоже переводится на русский язык как и. Nii mina kui ka tema. Как я, так и он. Вот эта связка nii kui ka, это тоже sidesõnad. Mina läksin koju, aga tema läks tööle. Ага здесь выступает а. Ну, иногда это бывает еще ага, как он, как но переводится. Я пошел домой, а он пошел на работу. Ta on ilus, kuid halb inimene. Kuid, но. Он красивый, но плохой человек. Seda ei teinud mitte mina, vaid tema. Это не я сделал, а он. Mitte, vaid, не а. Või или mina või sina, я или ты. Следующее ehk. По-разному переводится, и можно сказать и или, и то есть, и пожалуй. Ehk läheme minu juurde. Может быть, или пожалуй, или давай пойдем ко мне. Или может быть, или то есть, пойдем ко мне. Sest ta hilines, sest tal oli koosolek. Он опоздал, потому что у него было собрание. Sest – это потому что. Sellepärast, et потому что. Ta puudus sellepärast, et ta oli haige. Он отсутствовал, потому что он был болен. Следующее продолжается список вот этих связующих слов. Это вы, конечно, помните, это что? Kas sa tead, et N on haiglas? Ты помнишь, что N в больнице? Или kui тоже по-разному переводится, и если, и когда, и чем. Kui sa kohe tuled, siis jõuame veel kinno. Если ты вот сразу же сейчас придешь, то мы еще успеем в кино. Nagu, как. Tee nagu mina. Делай, как я. Nii et kohtumiseni õhtul. Ну, так что до встречи вечером. Или до, kuni. Pood on lahti kuni kella 8. Магазин открыт до 8. Kuna, так как, поскольку. Kahjuks nad ei tule meie juurde, kuna neid ei ole linnas. К сожалению, они к нам не придут, потому что их нет в городе. Поскольку их нет в городе, так как их нет в городе. Siis, тогда. Tulge siis, kui saate. Ну, приходите тогда, когда сможете. Следующее связующее, такой союз связующий. Потом, seejärel. Kõigepealt läheb Tiit hambaarsti juurde
ja seejärel kõrvaarsti juurde. Как бы вначале Тит пойдет к врачу зубному и после этого к врачу ухо-горло-носу, к ушному. На этом все. На самом деле вам придется просто выучить, зазубрить эти сида-сынат, связующие слова, и тогда у вас все получится, и вы сможете употреблять их в речи. Всего доброго, kohtumiseni, nägemist, kõige head!